Когда бросаешь курить, основная проблема в том, что вкусовые рецепторы требуют какого-то раздражения. Вот оно приходило от сигаретного дыма, а теперь организм хочет его чем-то заменить. Да? И поэтому хочется каких-то ярких вкусов. Поэтому хочется чая. У чая ярко выраженный горький вкус. И он просто замещает вкус сигаретного дыма. Поэтому, когда вы бросаете курить, не насилуйте себя. Ешьте, пейте все, что хотите, только не начинайте курить заново. То есть, может быть, перченую какую-то пищу, вяжущую, Фокус в том, чтобы в то время, когда бросаешь курить, надо, чтобы были яркие, такие, насыщенные вкусы в пище. Сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий и вяжущий. Можно есть острую пищу, можно есть пищу терпкого, горького вкуса, чай, кофе, сладкое. Хорошо все, лишь бы не курить. То есть все что угодно в любое время. Ну, в пределах разумного, конечно. То есть, если хочется покурить, нужно пойти какой-нибудь айвы пожевать, или там какое-нибудь перченое масло, там, я не знаю, что-то такое интересное, с ярким вкусовым, там, тоже суши какие-нибудь, они тоже всегда там с этими имбирь, вот что-то такое, там, соевый соус, они имеют яркие окрашенные вкусы, и, собственно говоря, ты будешь этим забивать вот эту потребность. Получается, вот практически. То есть бросаем курить, приносим суши. Скорее не хочется есть. Я заметила, что первое время, первые дни, когда я перестала курить, хотя курила не то чтобы много, скорее эпизодически воровала у своих друзей сигареты, стреляла, сплю сутками. И поэтому, наверное, хочется очень много чая и кофе. А есть особенно нет. Значит, надо полизать что-то острое. Это даже не знаю. Оно заменит. Это очень интересно. Я впервые слышу вот этот анализ и рекомендацию. Мне кажется, это действенный прием. Да. То есть фактически нужно что-то придумать для себя подходящее, чтобы ты мог это носить в кармане или как-то так оперативно, может быть, какой-то острый напиток, какой-нибудь в термосе. Достаточно иметь вообще в рационе просто больше ярких вкусов. То есть, чтобы вкусы в рационе были ярко выраженные. Потому что многие же там не досаливают пищу или там не используют специи. Просто надо начать солить пищу, использовать специи, использовать кислый вкус. В момент бросания курить. Да, в момент бросания курить, именно так. А потом уже перейти на свою обычную диету. Да, именно так. Просто если человек курит долго, допустим, то у него занимает бросить курить несколько месяцев, прежде чем у него исчезает вот эта вот химическая потребность в никотине, прежде чем организм перестает требовать его. Да? Пока очистится организм. В том числе. Да, в том числе и это. И именно за счет того, что хочется более ярких вкусов, люди набирают вес, потому что количеством получается. Да, количеством пищи, да. А так просто, более такие. То есть можно какой-нибудь порошок из специй носить с собой, полизал, и не надо наедаться, да? То есть фактически тут получается обманный эффект. Когда человек ест вот эту с выраженным вкусом пищу, он ее и съедает много. Потому что, собственно говоря, ему просто хочется полизать, немножко поиметь этого вкуса. Да. Дым от благовоний очень хорошо работает еще. Потому что есть запах, есть дым, собственно говоря, запах дыма, есть запах благовоний. Которые очищают. Успокаивают они. Я заметила, не знаю, как это связано с ветер или что-то еще, если какие-то сильные эмоции есть, или злюсь я на кого-то, или думаю что-то, наверное, лишнее, то тут при этом хочется как раз курить. Да. А во все остальное время, может, дни, недели проходить, я об этом не вспомню. С чем вот это может быть связано? Вы знаете, вот тибетская медицина, сказать, чтобы подробно, по косточкам, что называется, курение, не разбирает. Но если я правильно понимаю, то действует следующий эффект. Когда ты сильно на кого-то злишься, когда ты испытываешь сильные эмоции, волнуешься, допустим, для того, чтобы успокоиться, тебе
нужно, скажем так, прийти в некое состояние, когда вот ты чем-то занят. Небольшим, простым, коротким, но за короткое время, собственно говоря, сигарета, ну, ее быстро выкуриваешь, но этого времени достаточно просто, чтобы сделать небольшую передышку, чтобы чуть-чуть успокоиться. Поэтому у многих людей сигарета работает как средство от стресса. Собственно говоря, будет работать точно так же, но без сигареты, если в момент волнения человек сядет или встанет в какое-нибудь спокойное место, где он, ну, допустим, будет наедине или в компании приятных ему людей, и, допустим, посидит или постоит, помолчит 2 минуты, там, или сколько курится сигарета, минуту. Понимаете, это просто инструмент для создания паузы, вот это вот курение. Отвлечься, куда-то выйти, что-то сделать. Да. Ты просто, когда ты злишься, ты в моменте, ты в эмоциях, очень сложно, да, у тебя внутри все кипит, бурлит.